Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как водитель «Лады» в спешке разбил 3 машины. Я врезался, я не заметил впереди идущей машины. Нажал на газ в тоннеле. Я послать подальше или поближе. Пьяный водитель протаранил автомобиль на глазах автоинспекторов. И расскажем о начале процесса над предполагаемыми членами банды Невзоровские. Они совершили убийство. Она действовала в Автограде в 90-х, дело только дошло до суда. Это и не только прямо сейчас. 3 машины столкнулись на улице Арбузова в Казани из-за спешки одного из участников аварии. В ДТП попали 2 иномарки и «Лада» 10-й модели. Водитель последней вину признал и рассказал Альбине Минибаевой, что произошло все из-за его торопливости и невнимательности. А пострадавшие есть? Все произошедшее повергло водителя «десятки» в эмоциональный шок. Придя в себя, мужчина рассказал, что направлялся по Арбузово в сторону Московского района. Немного торопился, поэтому и решил перестроиться из одного ряда в ряд посвободней. В итоге почувствовал на себя действие народной мудрости. Я врезался, я не заметил впереди идущей машины. Пристраиваться начал и врезался. «Лада» 10-й модели задела идущий впереди «Форд», а уже после в отечественную машину врезался «Шевроле». После двойного удара машину развернуло, и она оказалась буквально в метре от дорожного ограждения. Свою вину в случившемся водитель «Лады» признал, и если ремонт 2 иномарок страховка не покроет, доплачивать разницу ему придется за свой счет. Альбина Минибаева, Динар Камалова, Азат Самигуллин. Вызов 112. Водитель грузовика «МАН» погиб после столкновения с КАМАЗом сегодня утром. Сообщение об аварии рядом с поселком Садовый в Зеленодольском районе поступило на единый телефон вызова экстренных служб в 5 часов 48 минут утра. КАМАЗ, которым управлял 52-летний водитель, столкнулся с грузовиком «МАН». Последний после удара вылетел с дороги и заехал в расположенный рядом огород. Шансов выжить у 37-летнего водителя «МАНа» практически не было. Он скончался на месте происшествия. На улице Восход лоб в лоб столкнулись Hyundai и «Лада» 14-й модели. Иномарка двигалась по главной дороге прямо на разрешающий сигнал светофора. И тут на ее пути оказалась «Лада». Отечественная машина поворачивала и должна была пропустить встречный автомобиль. Удар был не очень сильным, водители пристегнуты ремнями безопасности. Девушка-водитель иномарки переживала за ребенка, который находился в ее машине. К счастью, он не получил серьезных травм. К слову, водительский стаж обоих участников ДТП невелик. У девушки он составляет около полугода. Водитель 14-й за рулем меньше месяца. Для обоих это первая авария. 14 поворачивала с перекрестка на зеленый свет. Должна была вступить в встречное движение. Я просто даже не ожидала, что он не остановится. Как бы тут само собой разумеющееся было. Я даже не притормаживала, я думаю, до последнего, как бы он сейчас совершит маневр, остановится, меня пропустит, я дальше проеду. В Нижнекамске водитель «Лады» 99-й модели нажал на газ и протаранил стоящий автомобиль. Все произошло на глазах автоинспекторов прямо во время операции «Тоннель». Прав у водителя не было, машина не его, к тому же мужчина был пьян. Станислав Яковлев с подробностями. Я послать подальше или поближе. Отвечать на вопросы водитель не хотел, прав у него не было, зато было алкогольное опьянение. Алкотестер показал, что содержание алкоголя больше, чем в 4 раза превышает максимально допустимую норму. 0,696. Водитель «Лады» 99-й модели либо перепутал педали, либо специально нажал на газ в виде автоинспекторов. И на большой скорости протаранил стоящий автомобиль, в котором находились 2 маленьких детей. Тот, в свою очередь, столкнулся еще с одной машиной. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. Они невменяемы, они ничего не могут сказать. И все. Не заметил или что он там сказал вообще. Не справился. Извините. Да, извините. Сказал, извините. Слава богу, с детьми нормально, все остальное неважно. Быстро выяснилось, что водитель «Лады» не является ее владельцем. Хозяин автомобиля сидел на пассажирском сиденье. Молодой человек. У дома быта, у торгового комплекса «Шатлык». Молодой человек. Мужчине ничего не мешало сладко спать, но даже проснувшись, он не смог рассказать, почему нетрезвый человек без прав оказался за рулем его машины. А расскажите, вот что произошло-то вообще, увидели? Ничего не произошло? А вы много пили вообще сегодня? Я вообще... Нести ответственность за случившееся теперь предстоит и владельцу автомобиля, и его водителю. Какую, будет решать уже суд. Станислав Яковлев, Регина Сулейманова, Максим Липин. Вызов 112.
В Казани женщина едва не попала под трамвай. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как женщина переходит многополосную проезжую часть в неположенном месте. Затем оказывается на рельсах. Судя по ролику, инцидент случился на перекрестке улиц Короленко и Ямашева. К счастью, водитель трамвая в темноте вовремя сумел заметить человека и остановить состав. Не исключено, что женщина-пешеход находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в Верховном суде республики стартовал процесс по делу так называемой банды Невзоровских. Напомним, преступная группировка образовалась в Набережных Челнах в конце 90-х годов. Как установили следователи, Невзоровские входили в состав более крупной преступной группировки «Автограда» 29-й комплекс. На скамье подсудимых сегодня 3 из 9 участников банды. Все подробности у Сергея Хайдарова. Перед судом предстали Андрей Невзоров, Владислав Свириденко и Игорь Беспалов. По версии следствия, в конце 90-х годов Невзоров организовал преступную группировку в Набережных Челнах. В нее добровольно вошли 9 жителей Автограда. Однако сегодня перед судом предстали только 3 из них, включая организатора. Один из невзоровских уже находится в местах лишения свободы, 2-го суд отправил в психиатрическую клинику, 3-й в розыске, а еще 3 участников банды погибли в ходе криминальных разборок. Те, кто все же попал на скамью подсудимых, обвиняются в совершении 3 криминальных эпизодов. В том числе подсудимые обвиняются в совершении убийства 2 коммерсантов в городе Набережные Челны на почве конфликта, возникшего в результате совместной коммерческой деятельности. Также подсудимым предъявлено обвинение в том, что в составе организованной группы банды они совершили убийство одного из членов противоборствующей группировки ГЭСовские, также на территории Набережной Челны. Задержали подозреваемых только в 2013 году. Сотрудники МВД республики изъяли в специальном тайнике банды автомат Калашникова, автоматический пистолет Стечкина, пистолет Токарева, 4 самодельных пистолета и 253 патрона различного калибра. В одно производство были объединены 5 уголовных дел по 6 фактам преступной деятельности участников ОПС, в том числе бандитизму, убийствам, покушением на убийство, незаконного хранения огнестрельного оружия. Однако сами подсудимые с предъявленными обвинениями не согласны. Подсудимые Беспалов, Невзоров, Свириденко вину в совершении предъявленных им преступлений не признают. Санкции части 2 статьи 105, по которой предъявлено обвинение подсудимым, предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, вызов 112. Сегодня в Ахитовском районном суде Казани стартовало рассмотрение дела 53-летнего Эмиля Сабирова. По версии следствия, он организовал в Казани незаконное производство стоматологических инструментов. Следователи установили, что в период с 2015 по 2017 год компания незаконно изготовила почти 2,5 миллиона изделий. В казанские стоматологические клиники их было продано на сумму 17 миллионов рублей. При этом лицензии на выпуск медицинских изделий у компании не было. В первом заседании суда по данному факту не смог принять участие адвокат Эмиля Сабирова. Он задействован был в этот день в другом судебном процессе. Поэтому слушание дела было перенесено на 15 июня. Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку по факту массовой драки подростков. Напомним, видео попало в интернет в начале июня этого года. В ходе проверки было опрошено 50 подростков. Установлено, что к драке причастны лишь 20 из них. Все они учатся в образовательных учреждениях Автограда. Причинами инцидента сотрудники прокуратуры называют просчеты в организации работы органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. В 9 образовательных организациях, в которых обучаются подростки, такая работа попросту не проводилась. В отношении законных представителей подростков, участвовавших в групповой драке, составлены протоколы об административном правонарушении. Следственный комитет просит помощи в розыске без вести пропавшего 80-летнего Михченкова Виталия Алексеевича. Утром 23 сентября минувшего года он сел на автобус на Северном вокзале. Доехал до поселка Белобезводное в Зеленодольском районе. Мужчина вышел и остался на пересечении дорог поселок Белобезводное, деревня Бикет. И до настоящего времени его местонахождение не установлено. По предварительной версии, он поехал в лес за грибами. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Приметы пропавшего на вид: 80 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, темные брюки. На голове была кепка. С собой у него было белое ведро. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, следователи просят обращаться по телефонам, указанным на экране, или по телефону 02. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.